Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» на календаре 3 марта. Это четверг. И вот уже которое утро этой недели с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сейчас в эти дни в Якутске проходит 15-й съезд женщин, где обсуждают ключевые вопросы развития Дальнего Востока и нашей республики, касающиеся очень многих направлений жизни. Об этом мы подробно поговорим с нашим гостем. Также сегодня мы расскажем вам об одной из интереснейших профессий, о профессии флориста. Чем занимается флорист, где можно на него выучиться. А также познакомимся с премьерами, которые нас ждут в кинотеатрах в ближайшую неделю. Друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире и всегда с вами на связи. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, какие у вас планы на эти выходные, что вы запланировали подарить своим любимым женщинам, а также как вообще проходит ваша рабочая неделя. В общем, пишите нам, и мы вам обязательно ответим. Также наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну а если вы по какой-то причине пропустили наш прямой эфир, то на YouTube-канале Якутия-24 каждый выпуск выкладывается в этот же день. Но давайте мы начнем. И хотелось бы начать с одного праздника, который проводится в Японии. Называется он «Праздник девочек» Хина-Мацури. В основе празднования лежат несколько различных традиций. Например, в этот день в знатные семейства приглашали заклинателей, которые совершали специальные молебны, направленные на то, чтобы все беды людей перешли на бумажных кукол, которых затем пускали плыть по реке или по морю. Первоначально праздник отмечался только при дворе и среди воинского сословия, но вскоре быстро распространился и в народе. Национальным праздником кукол стал в XVIII веке. Тогда же добавился обычай устраивать в домах, где есть девочки, выставки богато одетых кукол, изображавших жизнь и обычаи императорского дворца. Этот обычай сохранился по сей день. Ну а какие даты и знаменательные события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. На календаре 3 марта. Сегодня отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Международный день охраны здоровья уха и слуха. По народному календарю наступал День овсянки. В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Женщины пекли овсяное печенье. Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. В этот день император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Состоялась премьера оперы французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». Она завершилась полным провалом. Сегодня опера «Кармен» является одним из самых популярных театральных представлений. В Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати, ныне Центральный дом журналиста. Поступил в продажу первый номер американского журнала «Time». Сегодня еженедельный журнал при тираже более 2 миллионов экземпляров является одним из самых популярных журналов в Америке. В этот день родились Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Наталья Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Георгий Мартынюк, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Михаил Мишустин, российский государственный деятель, политик, экономист. Именины сегодня отмечают Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев и Павел. 25-летие сети президентских школ Республики Саха-Якутия. В 1997 году в память о народном учителе Советского Союза Михаиле Андреевиче Алексееве своим указом Михаил Ефимович Николаев, первый президент республики, создал сеть президентских школ республики. Президентскими школами предстояло стать точками роста новой образовательной системы, центрами новых образовательных технологий, высоких технологий. Учиться в таких школах должно было быть не только престижно, но и чрезвычайно ответственно, с повышенной нагрузкой как
например, летчикам школам космонавтики. При этом повышенная ответственность за результаты негласно возлагалась не только на педагогов, но и на самих школьников. Так были созданы первые в России школы повышенного уровня – гимназии и лицеи. Сегодняшний наш гость – директор Намской улусной гимназии имени Охлопкова, победитель республиканского профессионального конкурса «Учитель года-2009», финалист 20-го всероссийского конкурса «Учитель года России-2009», разработчик и автор уникальных методик Александр Новгородов. Доброе утро, Александр Валерьевич. Доброе утро. Доброе утро. Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот как ваша гимназия подготовилась к юбилейному событию? Какие мероприятия подготовлены на республиканском уровне? Ну, мы к этому мероприятию готовились долго, потому что все-таки 25 лет – это вот такое значимое число. Вот. И в рамках этих мероприятий у нас проходит форум, буквально сегодня он начнется. Начнется он сегодня с Дня благодарности школе. Вот. И дальше у нас ряд мероприятий, и онлайн, и офлайн встреч будет запланировано. Плюс к этому у нас одна площадка – это на, скажем так, Вильтюмени будет. Там будут законодательные и нормативно-правовые вопросы именно сети рассматриваться. Вот. Также у нас запланированы конкурсы, это наставник и его команда, олимпиады для школьников сети президентских школ. Ну вот в таком плане мы подготовились и думаем, что вот сегодняшний день даст старт этим мероприятиям, и мы хорошо их, скажем так, проведем, и довольно-таки много ждем от этого результатов для того, чтобы двигаться дальше. Действительно, очень масштабное мероприятие у вас запланировано. Но вот когда создавались лицеи и те самые гимназии, была большая самостоятельность, в том числе выбора какого-то учебного плана, учебников, количество кружков и факультетов практически. То есть вам было оказано большое доверие. Удалось ли вам его оправдать и воплотить в жизнь все, что вы задумали? Ну вот в разговоре со своим первым директором, Валерием Николаевичем, который у нас был первым директором нашей гимназии, когда он передавал мне свою гимназию из рук в руки, то мы в этом разговоре он отмечал то, что, конечно, тогда было время перемен и ставились большие задачи в том плане, что Михаил Ефимович лично, он попросил директоров, чтобы они добились того, чтобы 100% поступили все в высшие учебные заведения. На тот момент такой план был очень такой, скажем, для них невообразимой задачей в том плане, что поступали в это время где-то 4-5 из 20 высших учебных заведений. Поэтому эта высшая планка была поставлена, и этот план они очень хорошо выполнили. Вот сейчас у нас поступает 100% все высшие учебные заведения, но тут у нас уже идет подразделение. Поступили либо они платно поступили, либо они бесплатно. То есть у нас тут уже уже уточнение идет такое. Вот поэтому мы стараемся эту планку держать в данное время. Ну и сейчас требования к школам уже усилились, вы сами, наверное, чувствуете это, и поэтому мы готовы к трансформации, к новым каким-то изменениям, и именно в этих изменениях мы стараемся держать эту высокую планку. Ну, вот школа – это всегда ученики и учителя. А кем сейчас гордятся лицеи и гимназии? Ну, конечно, в первую очередь мы гордимся своими выпускниками, своими учениками, которые закончили наши гимназии. Вот, если говорить о том, где они сейчас работают и на каких именно в отраслях нашей республики и так далее. Конечно, у наших выпускников очень много. Вот те, которые входят в сеть в нашу, очень много тех, которые занимаются и за рубежом, и в России. Вот, не говоря уже, не говоря о таких фирмах, как Майтона, Индрайвер. Вот, есть выпускники, которые в Netflix работают даже. Вот, поэтому мы гордимся своими выпускниками. Но, конечно, этих бы выпускников не было благодаря нашим учителям. Мы тоже гордимся своими учителями. Ну и вы понимаете, что в наше такое последние 2 года пандемийное время наши учителя, несмотря ни на что, несмотря на такие скажем так, передряги мы встретили их достойно, и наши учителя умеют трансформироваться, умеют именно перестроиться и вести именно свои уроки, то, что от них требуется, свои задачи поставлены, они на высоком уровне. Поэтому мы, соответственно, как администрация, тоже гордимся своими учителями и очень благодарны им за эту самоотверженную работу. А какие дальнейшие шаги развития вы видите?
Ну, дальнейшие шаги, вот буквально мы собирались, когда планировали 25-летие, мы отметили именно то, что взяли стратегию развития сети президентских школ. Потому что, ну, соответственно, стратегия должна быть, мы должны знать, куда развиваться. И мы хотим создать именно новую такую образовательную экосистему для того, чтобы те ученики, которые придут к нам в школу, те, которые придут за знаниями, за тем, что вот они хотят именно взять от этого, были именно готовы ко всем изменениям, которые происходят сейчас в мире. Вы сами, наверное, чувствуете, что мир изменяется очень быстро в последнее время, поэтому эти изменения и эта трансформация, они должны быть готовы к ежеминутным, уже ежесекундным изменениям. Вы отметили, что ожидается только переход на абсолютно новый уровень, да? И чем вот будут в корне отличаться научно-образовательные центры, комплексы от лицеев, гимназий и вообще от образовательных школ? Ну, вот мы позиционируем, в течение 25 лет мы позиционируем себя именно так, что мы являемся школой повышенного уровня. Вот если вы желаете заниматься наукой, если вы готовы к тем нагрузкам, которые мы возлаживаем на плечи детей, да, если вы готовы к тому, что узнать что-то новое, освоить что-то новое, сделать своими руками и так далее, то это к нам. Но если вы не хотите, если вы хотите, чтобы у вас сильно не дергали, все вот как стабильно все это шло, пожалуйста, конечно, можете обучаться в обычной школе, но, конечно, вот есть училище Олимпийского резерва. Мы все, в принципе, прыгаем, бегаем, правильно? Вот, в принципе, мы, может, даже боремся, да? Но есть училище Олимпийского резерва именно тех, которые готовят именно наших спортсменов именитых. И мы именно позиционируем нашу школу так, что именно мы должны своих выпускников воспитать так, чтобы они были востребованы и были именно теми алмазами и теми бриллиантами, которых мы выгравировали, и вот которым есть востребованность, и тот аттестат, который они получают, до сих пор он является как бы визитной карточкой каждого нашего образовательного учреждения сети. И вот это вот аттестат именно, я думаю так, что в скором времени мы постараемся его приравнять, скажем, что как диплом МГУ. Вот чтобы именно это было визитной карточкой нашей. Спасибо, Александр Валерьевич. Мы желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо большое, что... Присоединяемся к поздравлениям, конечно же. И желаем успехов не только вам, но и вашим ученикам. Большое спасибо. Мы двигаемся далее, друзья. Совсем скоро мы к вам вернемся. А сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии». Друзья, я напоминаю, что в студии работает Руслан Ачиров и Полина Даринская. На календаре у нас четверг, 3 марта. Как уже отметили, сегодня 25-летие сети президентских школ. И сегодня начинает работу Республиканский форум. Открытие форума ознаменует учреждение в Якутии Дня Благодарения. В этот день подарок получит Алданская гимназия. Так, бывшая учительница русского языка и литературы Ольга Чмирь подарит коллективу книгу «От пресс-центра до школы и юных журналистов». В своем труде автор отразила путь развития школьной журналистики от малоформатной газеты до районного движения. Как создавалась книга, автор поделилась с нашими коллегами. Каждая страница, действительно, она продумана, она, как говорится, сделана с любовью. Журнал «Шар» знает каждый выпускник. Прощаясь со школой, юноши и девушки получают в подарок по выпуску издания, которое выходит раз в год. В этом году «Шар» отмечает 15 лет, а истоки его создания берут начало в «Гимназисте», газете, выпускавшейся в Алданской гимназии. Впервые малоформатное издание вышло в свет в 1994 году. Становлению и развитию школьной журналистики заместитель начальника департамента образования Ольга Богдановна Чмирь, в то время работавшая в гимназии учительницей русского языка и литературы, посвятила книгу. Задумала очень давно, можно сказать, мы еще начинали его как бы с ребятишками, когда я работала в гимназии. Но окончательный, как говорится, вариант я
как бы сделала в прошлом году. Сначала гимназист был двухполосным. С развитием технологий расширялись и возможности. Постепенно количество страниц увеличивалось. Более многочисленной становилась и команда юнкоров, готовившая к выходу в свет очередной выпуск. Ребята осваивали разные жанры публицистики, пробовали силы в фотоделе и подготовке видеоматериалов. Для некоторых воспитанников Ольги Богдановны журналистика оказалась призванием. Вы здесь видите Нергуяну, Игнатьеву, Павла Лукьянова, которые впоследствии стали настоящими журналистами. Оба закончили профильные вузы. Тираж книги составил всего 7 экземпляров. Автор планирует вручить свой труд коллегам и близким. Работа над книгой для Ольги Богдановны не была сложной. Процесс захватывал и увлекал, позволяя вновь и вновь погружаться в пережитые эмоции и впечатления. Готовить книгу, конечно, было нетрудно, потому что она, в общем-то, состояла из того, что было сделано, понимаете? И поэтому, а раз это, так скажем, частичка моей жизни. Готовя материалы для книги, Ольга Богдановна благодарила коллег-педагогов и руководителей, всегда поддерживавших начинания, поиски и проекты школьников. И, конечно, с безмерной теплотой учительница вспоминала всех своих юнкоров – задорных, креативных, желающих познавать и таких разных. Им всем огромное вот такое человеческое спасибо, потому что, действительно, мне было легко с ними работать. В 2007 году гимназист вышел из стен гимназии. Газета стала районной. О новостях, событиях и достижениях на страницах издания начали рассказывать все школы. Тогда же изменилось и название. К слову, выбрать его было непросто. Было предложено более, наверное, 40 названий разных, самых разных. И вдруг, как будто, знаете, все оцепенели, когда вышли ребята, опять же, наши гимназисты, «Шар». Мы так: а что это значит? И вот они расшифровали аббревиатуру, что это школы Алданского района. Сегодня, 3 марта, исполняется 25 лет сети президентских школ. В рамках юбилейной даты начинает работу форум «Сеть президентских школ. Время новых инициатив». Работа форума начинается с учреждения Республиканского дня дарения. И в этот день Ольга Богдановна Чмирь вручит свою книгу Алданской гимназии. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин. Алдан. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель с последними и актуальными новостями в республике, в стране и за ее пределами. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Главная транспортная артерия республики, автодорога А-360 Лена, к 2024 году станет полностью асфальтобетонной. Об этом сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе рабочей встречи с главой республики Айсеном Николаевым. Так, до 2024 года в Якутии будет построено, реконструировано и отремонтировано 38 дорог общей протяженностью около 390 километров. Сейчас дорожники ведут работы на участках Якутск-Магадан и на отрезке Невер-Якутск. Кроме того, специалисты реконструируют мост через реку Амгу на 825-м километре трассы Лена. Работы будут завершены в 2023 году. Особое внимание Айсен Николаев уделил вопросам строительства мостов через Алдан, Вилюй и Лену, которые могут обеспечить круглогодичный беспрепятственный проезд по федеральным дорогам. Продолжается подготовка к пожароопасному сезону в республике. Ранее на региональном уровне был принят комплексный план тушения пожаров на год. Сегодня стоит задача по утверждению теперь уже сводного плана тушения лесных пожаров, по которым определяются силы и средства. Наличие такого документа требует Лесной кодекс России. Также у лесопожарных формирований начинаются тренировки. Работники авиалесоохраны и Якутлесресурса проходят обучение и медицинские осмотры. Подведомственным учреждением Министерства экологии, лесопожарными формированиями являются Якутлесресурс, государственное автономное учреждение, и государственное бюджетное учреждение Якутская база авиационной охраны лесов. Как раз вот сегодня я выезжал в Хангалский район, в местность села Ой. Там как раз идет первые прыжки у авиалесоохраны. Вот первые 38 новобранцев, которые прошли обучение, все теоретическую часть, практическую часть. В выходные уже были спуски с вертолета.
Важно не только лечение, но и восстановление после ковида. В Якутии реабилитационные центры для пациентов, перенесших COVID-19, начали появляться еще в начале пандемии. За это время, а это с 2020 года, лечение получили порядка 2500 человек. Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины – один из подобных послековидных восстановительных отделений, где поправляют свое здоровье якутяне. Они получают целый комплекс восстановительной терапии, лечебную гимнастику, массажи, физио, ультра и светотерапию, ингаляции и многое другое. С пациентами работают профессиональные реабилитологи, общая задача которых – улучшить состояние здоровья пациентов после перенесенной болезни. Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. В Нюрбинском районе всего на учете отдела опеки и попечительства состоит 110 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 32 ребенка воспитываются в 9 приемных семьях. Семья Васильевых в селе Хаты воспитывает 9 детей. О большой и дружной семье в следующем сюжете. Мегежекский наследник является самым отдаленным населенным пунктом в Нюрбинском районе. Здесь проживают многодетная приемная семья Васильевых. У Ирины и Алексея Васильевых 4 кровных и 9 приемных детей. Первого приемного ребенка они взяли на воспитание в 2012 году. Нынче у заботливых родителей 9 приемных детей. Самого младшего, полуторагодовалого Сашу, они взяли на воспитание по просьбе старших его братьев, которые тоже воспитываются у них. В 2019 году мы взяли двойняшек. С этого началось. Теперь у нас 9 приемных детей. У каждого ребенка была своя тяжелая судьба, но для нас они самые близкие, родные, любимые. Детей надо растить в любви и не разделять на кровных и приемных. Они просто наши дети, так говорят Ирина и Алексей. И вправду, смотря на заботливых родителей и радостных детей, не сомневаешься в искренности этих слов. Дружная большая семья и в работе, и в досуге всегда вместе. Гурьбой выполняют любую работу и по дому, и по хозяйству. У Васильевых большое хозяйство, где содержится 25 голов скотов, имеются лошади, свиньи и куры. У нас традиция есть. Все делать вместе. Старшие делают, а младшие смотрят. Поэтому у нас всегда взаимовыручка, взаимопомощь. Это правило нашей жизни, нашего дома. У каждого ребенка есть хобби. Многодетная семья Васильевых, воспитывающая нынче 9 приемных детей, это большая дружная семья, где нет никакого разделения детей на своих и чужих, а все родненькие. Кюней Антонова, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба. Как же все-таки хорошо, когда есть такие семьи. Ну и вообще, я считаю, что ребенок должен жить, находиться в семье, в любви. Ну а мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Пусть мама придет». И сегодня мы познакомим вас с замечательным мальчиком. Его зовут Сережа, и он очень нуждается в семье. Этот славный мальчик волей судьбы оказался в учреждении. Знакомьтесь, это Сережа, ему 3 года. Он очень добродушный, ласковый мальчик, проявляет интерес к настольным играм. Особенно ему нравятся вкладыши, пирамидки, любит перебирать шарики. Он очень тянется к общению со сверстниками, хорошо идет на контакт со взрослыми, с большим интересом познает окружающий мир. Вот, давай, собирай. Так. Угу, давай, Сережа, да? Классный, да. Сережа с удовольствием играет в разные игры. Как и все мальчики, обожает машинки и может подолгу возиться с ними. В силу определенных проблем со здоровьем Сережа не так хорошо ходит, но старается, и это доставляет ему радость.
Он проявляет интерес ко всему окружающему. Сережа наблюдается у специалистов, проходит плановые ежегодные обследования и получает курсы реабилитации и соответствующее лечение. Сережа добрый, ласковый мальчик. Он нуждается в особом уходе, чутком внимании. И мы надеемся, что все это он обретет в семье. Героиня нашего следующего сюжета – знаковая личность для Якутии. Проработав много лет в должности учителя и преподавателя, она спустя годы стала одной из тех, кто открыл республику мировому сообществу в сложные 90-е годы. Плоды ее деятельности отразились во многих сферах республики – образовании, дипломатии и даже бизнесе. Сегодня, будучи на пенсии, Анастасия Николаевна продолжает заниматься активной работой. Накануне 15-го съезда женщин Якутии с ней встретилась наша съемочная группа. История женского движения Якутии началась в далеком 1925 году. За это время произошла большая трансформация. Если раньше женщины были необразованными, то сегодня сферы, где они могут себя реализовать, практически безграничны. При этом они матери и остаются главными хранительницами семейного очага. Когда вот наступили новые времена, появились женщины, очень энергичные, образованные, с профессией хорошей, с группой. И они решили создавать свои маленькие узконаправленные какие-то вот виды деятельности. И объединяются, создают уставы, их регистрируют официально уже и добиваются успеха именно вот в одной избранной деятельности. Это очень интересно. Они ответственные, они решительные, находчивые. Вот одна из первых организаций – это Ассоциация женщин-предпринимателей. Там до сих пор работает Галина Сафронова-Васильева. Потом еще вот сельских женщин – Алас Хотун. Университетских женщин – Лига женщин. Ученых потом появилось. Так что сегодня женское движение, оно, я скажу, сохраняет все добрые традиции. Летопись ведется отличная. Плюс то, что сегодняшний день диктует, они чутко улавливают и, соответственно, начинают действовать. Сегодня новое поколение женщин продолжает работу, ранее начатую предшественницами. Одно из направлений, которое женское движение сейчас очень активно продвигает, это народная дипломатия. Развитие народной дипломатии – это, конечно, показатель гуманизации отношений и внутри страны, между, допустим, государством и народом, но и между внешним миром. Это очень положительно, у нас очень много интересных примеров. С другой стороны, сейчас международные отношения, связи очень сложные стали. Это вот вы сегодня, буквально вчера, видите все. И поэтому вот эти сложные времена нельзя опускать руки. И то, что создано, это то, что уже идет с нами, тоже партнерство деловое, личная дружба, сотрудничество по различным проектам, туризм, бизнес, побратимство, обучение за рубежами, жизнь. Это так много возможностей, и наши люди используют это. Развитие и становление международных отношений Республики с США неразрывно связаны с именем Анастасии Николаевны. Благодаря ее личным качествам, дипломатичности и обаянию мы смогли установить тесные дружеские отношения с Северным форумом и даже председательствовать в нем. Очень интересное явление, как побратимство городов. Вот. Американский город еще при советской власти, город Фербенкс, они первыми приехали к нам и предложили это побратимство. Уже 33 года мы побратимы, и до сих пор храним это все. Международные связи, сотрудничество, народные вот эти дипломатические отношения, они должны продолжаться. Их надо беречь. В истории Якутии женщины всегда были движущей силой и всегда помогали в трудные минуты для республики, что бы ни происходило. И сегодня женская сила остается очень серьезной силой в обществе. Женщина должна все равно вот очаг держать, должна тепло всех вместе. И плюс, пожалуйста, делай, что хочешь. Работай хорошо по специальности, хобби найди, собирай подруг. Но все должно быть как бы в балансе.
Нельзя слишком как бы в одну сторону уходить. Вот. И поэтому женщина, мне кажется, она может сочетать. Не то, что может, просто сочетает. Это не я придумала, это давно всем видно. Сегодня перед нами стоит задача закрепить и приумножить успехи выдающихся женщин-якутянок, использовать опыт на благо республики, воспитывать поколение, способное работать и приносить пользу своей республике и стране. В эти дни в Якутске проходит 15-й съезд женщин и 2-й Дальневосточный женский форум, посвященный столетию образования Якутской АССР и Году матери в Якутии. И сегодня у нас в гостях председатель правления и генеральный директор Союза женских сил Инга Валерьевна Легасова. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, что за организация «Союз женских сил», чем занимается, кто в нее входит, какова ее структура и как давно существует? Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов был создан как инициативная группа в 2012 году, официально был зарегистрирован в Минюсте в 2016 году. К этому моменту уже нас стало достаточно много в Союзе, и смысл его работы заключается в том, что мы подключаем к Союзу женские общественные организации, которые хотят быть вовлечены в достаточно конструктивную деятельность в нашей стране. И Союз женских сил, он состоит из 3 частей. Первая часть называется некоммерческая организация «Союз женских сил», и как раз она взаимодействует со всеми другими организациями общественными, подписывает все соглашения и привлекает ресурсы. Смысл Союза заключается в том, чтобы мы объединяли ресурсы для выполнения проектов, которые считаем полезными для страны. Вторая часть Союза женских сил – это информационное агентство Союза женских сил. Мы издаем свой журнал, у нас есть свои каналы на YouTube. Мы готовим информацию для сайта Союза женских сил, который является 3-й частью проекта. Соответственно, вот из 3 частей состоит наш союз. Входит в него на сегодняшний момент уже около 180 женских общественных организаций, что довольно много. И задача союза заключается в том, чтобы, объединяя ресурсы, выполнять социально значимые проекты. На женском форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом женских сил и Торгово-промышленной палатой Республики Саха-Якутия. Почему именно с Торгово-промышленной палатой вы подписали соглашение? Ну, во-первых, потому что в нашу организацию входит достаточно много женщин-предпринимательниц, у которых самого разного уровня бизнесы. И понятное дело, что Торгово-промышленная палата курирует практически всю предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, и мы с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации активно взаимодействуем. И, конечно же, нам интересно взаимодействовать с региональными торгово-промышленными палатами. И это дает нам возможность подписания такого соглашения осуществлять биржи контактов, встречаться друг с другом, пересекать женщин-предпринимательниц Якутии с женщинами-предпринимательницами из других регионов Российской Федерации. И мне кажется, это очень важно. Вот такое пересечение деловых интересов и объединение возможностей дает нам шансы развивать бизнесы повсеместно с участием якутских предпринимательниц. Поэтому, конечно же, Торгово-промышленная палата совершенно не случайно была нами выбрана в качестве партнера. Она очень охотно откликнулась, и мы подписали с президентом Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия соглашение. Марина Олеговна с огромным удовольствием это сделала, и мне кажется, мы нашли общий язык, она прекрасно нас поддерживает. Это очень будет способствовать развитию деловых отношений между женщинами России в целом. Вы пригласили на форум женщин-предпринимательниц со всей России. Чем они занимаются? В основном производством, в основном креативными индустриями. Приехали, это в основном, но кроме женщин, которые занимаются производством в сфере креативных индустрий, приехали и женщина-политик из Липецкой области, депутат Липецкой городской думы и предприниматель с очень многолетним стажем, и приехали женщины науки, и приехали женщины-общественницы. То есть у нас такая достаточно разномасштабная и разнопрофильная делегация получилась. И это очень важно, потому что мы надеемся на этом форуме женском найти новые контакты для того, чтобы развиваться по всем направлениям.
Инга Валерьевна, а вообще бизнес – это внегендерная площадка или все же она мужская? Ну, понимаете, если говорить в частности, то на сегодняшний момент, конечно, во всем мире бизнес – это еще мужское поле. Надо это четко понимать и отдавать себе в этом отчет. И мы это понимаем. И поэтому мы на бизнесовой площадке не действуем по-мужски. Мне кажется, что наше преимущество заключается именно в том, что мы можем быть женщинами, занимаясь любыми формами предпринимательства. И не надо подражать мужчинам, потому что если мы начинаем им подражать, они нас не считывают на физическом плане и как бы теряются, мне кажется, теряются. И если мы остаемся женщинами даже на бизнесовой площадке, то мужчины нам очень охотно помогают, идут нам навстречу, а мы очень охотно помогаем им. И я считаю, что в каждом предприятии, будь то государственное или частное, должна быть совершенно осознанная гендерная политика. Если руководитель понимает, что вот в этом единстве, в этом дуализме сотрудников есть благо для компании любой, то тогда, конечно, осознанно надо набирать сотрудников примерно 50 на 50, чтобы был коллектив смешанный, примерно 50% мужчин и 50% женщин. Конечно, если не касается дела таких сложных или там физически тяжелых профессий, как только мужские, куда женщины вряд ли пойдут, или только женских профессий, куда мужчины не очень охотно идут. А так, конечно, вот гендерная политика должна быть на предприятии. Ну и, наверное, самый главный вопрос, почему женщины должны поддерживать друг друга? Ну, потому что женщина по своей сути, она некий связующий материал. Она связующий материал и в семье, и на работе, и в политике, и где угодно. Потому что наша основная функция женская – объединять, не дать поссориться, не дать конфликтовать, помирить, связать друг с другом какие-то вещи, которые не связываются, или людей, которые не очень хотят контактировать друг с другом. Наша задача – уметь снимать вот эти все конфликты. И, конечно, если мы научаемся взаимодействовать прежде всего друг с другом, женщины с женщинами, то мы создаем гармоничное поле вокруг себя, и в рамках этого поля уже никто и не ссорится. Ведь, например, если в коммунальной квартире женщины дружны, то и мужчины дружат. Если внутри большой семьи жены, братьев дружны между собой, то эти братья тоже дружат. И вот это очень ценное наше качество – уметь сохранять вот эти мирные дружеские отношения. Поэтому, конечно, мы должны поддерживать друг друга для того, чтобы развитие продолжалось дальше. На сессии женщин-предпринимательниц вы вручили общественные награды Союза женских сил многодетным матерям, предпринимательницам республики. И что это за награда? Можете про нее поподробнее рассказать и почему Союз решил ее учредить? Да, действительно. Мы в 2019 году учредили награду, общественную награду «Мать-героини» по 5 номинациям. Первая номинация – это 3-я степень, мать-героиня 3-й степени, мама, воспитывающая 7 и более своих и приемных детей. Вторая номинация 2-й степени, мама, воспитывающая от 5 до 7 своих или приемных детей. 3-я номинация – это награда 3-й степени, мать-героиня, воспитывающая от 3 до 5 своих или приемных детей. 4-я номинация «Мать-патриота» и 5-я номинация «Мать-героя». И вот в этих 5 номинациях мы большинством наших организаций, которые входят в Союз, такую награду учредили. Нас поддержали матери России, нас охотно поддержал Союз православных женщин, и, что самое главное, нас поддержала Всероссийская ассоциация героев Советского Союза и Российской Федерации. Мужчины поддержали. Почему мы это сделали? Потому что в 2019 году было 75-летие плаката «Мать-героиня», советского еще, старинного. Нет, именно «Мать-героиня», такой плакат был. Представьте себе, в 1944 году, когда шла еще Великая Отечественная война, действительно правильно додумались до того, чтобы учредить награду «Мать-героини», государственную причем, с большим количеством преференций для этих женщин. И был создан плакат «Мать-героиня». В 2019 году как раз отмечалось 75-летие и такого плаката, и вот этой советской награды. И, к сожалению большому, в 1991 году эта награда исчезла, она перестала существовать в перестроечное начальное время.
И когда мы об этом узнали, мы решили, что нужно со стороны общественных женских организаций обязательно инициировать восстановление такой награды. Поэтому мы пошли таким чисто общественным путем. Мы сначала учредили такую общественную награду «Мать-героиня», а сейчас мы простраиваем дорожную карту, чтобы всем вместе постараться убедить государство восстановить такую награду на государственном уровне. Большое спасибо, Инга Валерьевна, за интересную беседу, за то, что вы нашли время прийти к нам в это утро в студию. Я думаю, многим женщинам это было очень хорошей мотивацией послушать вас и вообще про вашу деятельность. Ну и еще раз большое спасибо и доброе утро. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Это очень важно для нас, для Союза женских сил. И, пользуясь случаем, я, конечно же, хочу поздравить всех наших мужчин с прошедшим Днем защитника Отечества. И с огромным удовольствием хочу поздравить всех наших женщин с Международным женским днем 8 марта. И пожелать всем мира, добра и любви. Спасибо. Ну а мы продолжаем наш эфир и сейчас прервемся на небольшую паузу. Власти республики планируют направить средства, запланированные на проведение дорогостоящих мероприятий, на меры поддержки населения и отраслей экономики. Сообщается, что для принятия оперативных мер по мониторингу и реагированию на санкции в Якутии возобновили оперштаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, который был создан в начале пандемии. Его возглавляет глава региона Айсен Николаев. Так, ввиду текущей ситуации в мире, правительство пересмотрит внешние и дорогостоящие мероприятия. Высвобождаемые средства будут направлены на меры поддержки населения и отрасли экономики, пострадавших от введения санкций. При этом особое внимание уделят предприятиям жизнеобеспечения и транспорта. Кроме того, мониторинг наличия запасов и цен на товары первой необходимости по республике станет ежедневным. Аналогичные штабы будут созданы на уровне муниципалитетов. Исходя из этого, будут приниматься оперативные меры по пополнению запасов и сдерживанию цен. Контейнерный терминал «Мархинка» компании «Железные дороги Якутии» начал работу. Приняты первые 11 контейнеров, которые будут выданы грузополучателям Якутска. Вместимость терминала составляет 150 единиц 24-футовых контейнеров. Отмечается, что он построен для обеспечения выдачи, временного хранения и приема крупнотоннажных контейнеров в помощь площадке на станции Нижний Бестях. Особенно это преимущество будет заметно в летний период, когда автотранспорту не придется переправляться на пароме, чтобы доехать до станции Нижний Бестях, подчеркнули в железных дорогах Якутии. В летнее время контейнеры со станции Нижний Бестях будут перегружаться на речной транспорт и доставляться на Мархинку баржами. Финалистов конкурса на разработку мастер-плана столицы республики объявят 31 марта. Ход подготовки мастер-планов Магадана и Якутска рассмотрели на заседании штаба по развитию городов Дальнего Востока. В нем принял участие глава республики Айсен Николаев. Конкурс проходит в 2 этапа. По итогам первого будут отобраны 3 финалиста, которые затем представят конкурсные проекты. В рамках мастер-плана решаются задачи городского развития. Так, уже в этом году будет открыт первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Кроме того, решаются задачи по расселению аварийного жилья. Грамотное планирование уже помогло привлечь федеральный инфраструктурный кредит для подведения инженерных коммуникаций к строящемуся жилому кварталу «Воинская часть». У меня на этом все. Оставайтесь с нами. Доброе утро, друзья! Все, кто к нам присоединился, в эфире программа «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК «Саха». Всю эту неделю мы отмечаем Масленицу, древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. И мы решили вспомнить традиционные блюда и рецепты царской России, то есть 5 блюд, без которых невозможно представить Масленицу. В первую очередь это, конечно же, блины. Они символизируют солнце. На Масленицу провожают зиму, зовут теплую весну. По одной из версий, поедание блинов – это причащение солнцем. Следующее блюдо –
Это вареники. Блюда из творога на масленицу готовили часто и много. Вареники лепили с начинками, сладкими и несладкими. Следующее блюдо – это сырники. В старые времена на древнерусском языке творог называли сыр. Отсюда и название блюда. Тогда сырники не жарили на сковороде, а выпекали в печи. И они получались с румяной корочкой снаружи, мягкие внутри. Овощные запеканки. За Масленицей следовал Великий пост, поэтому во время праздника мясные блюда хоть и не воспрещались, но считались нежелательными. В царской России на масленичной неделе без овощных запеканок не обходились. Готовили запеканки из картофеля, моркови, но особой популярностью пользовались капустная запеканка. Картофельные драники. В старину картофель за неимением терки продирали сквозь сито. Оттуда и название драники. В нашей стране картофельные оладьи уже давно считаются частью традиционной русской кухни. Популярность драников на Масленицу тоже объяснима. Картофель почти всегда был доступным продуктом. Ну, я думаю, друзья, мы вам дали пару советов, как разнообразить эту масленичную неделю, о том, что тут не только можно блины жарить, но и вообще, в принципе, накрывать очень сытный стол, тем более перед Великим постом. Но на календаре весна, наверное, это время года как никакое другое, у многих ассоциируется, конечно, с цветами. Тем более уже на следующей неделе нас ждет прекрасный женский праздник 8 марта. Как не заблудиться в огромном выборе цветов, как подобрать цветы, чтобы букет был красивым, но без перебора. В этом могут помочь люди, чья профессия называется флорист. Всем доброе утро, меня зовут Алена, я флорист цветочной мастерской Joy. Я работаю здесь уже с 2020 года, и я всегда росла в окружении цветов, потому что моя мама любила сажать цветы. Дома у меня всегда было много цветов, и летом во дворе мама сажала много цветов, так что это было очевидно. Я пришла сюда летом, и девочки учили меня около 3 месяцев. Я здесь стажировалась, училась собирать композиции и букеты. Флорист должен обладать качествами, но это обязательно быть стрессоустойчивым. Это не такая работа, где ты сидишь, попиваешь чаек, и вокруг тебя цветочки и феечки. Это скорее работа физически сложная. Это не всегда так легко, как кажется. Это много грязной работы, где нужно работать руками. Это нужно таскать воду, это нужно обрабатывать цветы. Так что да, это не так легко, как кажется. На самом деле, я лично не очень верю в этот язык цветов, но я слышала про подобные понятия, про красные розы, которые означают любовь и прочее. Но мы больше придерживаемся в таком традиционном плане — это количество. Ну, то есть четное и нечетное количество, которое мы используем в букетах. Основа цветов, которое обязательно должно быть нечетного количества. У всех бывают свои предпочтения, каждый дарит то, что нравится. Но мы больше специализируемся на необычных букетах, на фактурных букетах, на чем-то стойком, ярком и необычном. Думаю, сейчас весной лучше всего подходит время для желтого. Это нарциссы, это тюльпаны, это верба, это гениста, это все, что пахнет, цветет, это поднимает настроение. Есть такие клиенты, которые приходят, они знают, чего хотят, но чаще всего наши клиенты любят нам доверять. То есть это авторские букеты, каждый букет не похож на другой, поэтому они доверяют нам, нашему вкусу, и точно знают, что мы можем их удивить. Чаще всего люди заблуждаются в том, что свежее – это хорошее. Ну, то есть это не всегда так. Букет, который простоял в холодильнике нашем при должной температуре, в должной воде, он может простоять дольше дома, то есть он не был из свежей поставки. То есть цветы, которые только приехали, они не всегда бывают лучшего качества. Обычно по качеству мы определяем по сортам все по-разному, то есть розы по-разному, тюльпаны все по-разному. Ну, конечно же, это в первую очередь на взгляд, то есть нужно посмотреть, нет ли чего-то некрасивого, броского, но это природа, не бывает полностью идеальных цветов. Когда мужчина приходит приобретать цветы, заказывать для своей любимой женщины, для своих каких-то родственников и подруг, он не знает, то есть, что выбор огромен. В нашей мастерской представлено около 60 наименований сортов, разных видов, фактур и всего прочего. Поэтому чаще всего они доверяют нам, то есть иногда мы знаем, что нужно. Лучше всего фактурный букет, где много веток. Ну, то есть весна — это всегда
о новом цветении, о новом начинании, поэтому мы используем много деталей, где много всяких интересных вещей, на которые можно долго смотреть. Они по-разному себя проявляют, когда стоят у вас дома в вазе, раскрываются, меняют цвета. Поэтому, думаю, лучше всего использовать сейчас интересные букеты, использовать много деталей. И это не всегда с упаковкой. Чаще всего мы используем упаковку только для защиты цветов. Эта неделя дарит нам целых 3 дня выходных. Для того, чтобы не ломать голову, как же разнообразить эти выходные и просто не просидеть дома, то, друзья, у нас есть для вас отличная идея. Можно сходить в кино, потому что кино во все времена помогает отвлечься от происходящего вокруг и в первую очередь в собственной голове. И этой весной мы не останемся без киноновинок. Сегодня в четверг и по традиции мы рассказываем о премьерах, которые нас ждут в кинотеатрах на ближайшую неделю. Доброе утро! Сегодня на широкие экраны выходит французская мелодрама «От кутюр». История девушки с окраины Парижа, которая оказывается в сердце мира моды и пытается доказать, что достойна этого места. Жад, девушка из неблагополучного района Парижа, промышляет уличными кражами. Однажды в подземном переходе она крадет сумку у Эстер, главной швеи модного дома Dior. Вместо того, чтобы вызвать полицию, Эстер решает помочь девушке и предлагает ей совсем далекой от фэшн-индустрии работу в одном из самых престижных ателье мира. Коллеги Эстер в недоумении, а друзья Жад не верят, что у нее что-то получится. Но главную швею Dior еще никогда не подвозила чутье. И именно в этой дерзкой и грубоватой девушке с окраин она увидела большой потенциал. Но сможет ли Жад доказать не только окружающим, но и самой себе, что способна кардинально изменить свою жизнь? Я хочу стать кутюрье. Я хотела помочь, дать шанс. Дала тебе работу, которая делает мир прекраснее движениями, красотой движений. Также в кинотеатрах продолжается показ российской спортивной драмы «Мистер Нокаут». Фильм о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Я прославляться не собираюсь. Будешь тренироваться со мной, равных тебе не будет, это я тебе обещаю. Приключенческая комедия «Лулу и Брикс» с Ченнингом Татумом в главной роли, фильм ужасов «Клаустрофобы. Начало» и семейная кинолента «Папы». Также продолжается показ на большом экране криминальной саги «Крестный отец» в честь ее 50-летия. Напомню, фильм, вышедший в 1972 году, повествует о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. На этом у меня все. Желаю вам отличного похода в кино и приятного просмотра. Друзья, ну что, на этом наш эфир подходит к концу. Надеюсь, что мы по традиции вас зарядили зарядом бодрости на весь рабочий день. Ну и, конечно же, надеемся, что вообще наш эфир был для вас полезным. Вы узнали что-то новое и интересное. Но сейчас мы вынуждены с вами попрощаться, но только до завтра. А завтра мы снова скажем вам доброе утро.